1 января Нового года по всей республике проводятся мероприятия, посвященные юбилею видного государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. Утекиги это был прекрасным человеком, так писал первый заведующий литературным музеем имени Платона Алексеевича Аюнского Василий Андреевич Протодиакнов. Они были знакомы с далекого 1936 года. На этом слайде вы видите послужной список Василия Андреевича, и сразу заметите, что он с Ильей Егоровичем рука об руку работали в течение долгих лет, и даже уход их с поста руководителей республики почти совпадает. Василий Андреевич собирал воспоминания об Илье Егоровиче по северным улусам и даже работал в семейном архиве Ильи Егоровича. И в 1971 году Илья Егорович стал прототипом героя его повести «Эргли. Возвращение». А в 1993 году был издан сборник воспоминаний, путевых заметок Василия Андреевича. И в этом сборнике почти на каждой странице можно найти упоминание об Илье Егоровиче. Одно конкретное воспоминание тоже, о нем тоже вошло в сборник. О роли, о вкладе Ильи Егоровича в развитие культурной жизни республики, как пишут историки, написано не очень много, поэтому я хочу рассказать вам о некоторых моментах. И напомнить, что в этом году есть славные юбилеи, которые бы не состоялись без поддержки и без участия Ильи Егоровича Винокурова. 24 января исполняется ровно 80 лет Союзу художников Якутии. В годы войны правлением Союза художников руководил Петр Петрович Романов. Членами были Вячеслав Алексеевич Кандинский и Михаил Михайлович Носов. В 1943 году, в сентябре, Илья Егорович получил письмо от председателя оргкомитета Союза советских художников СССР от Герасимова. Он просил принять все меры к созданию таких условий, при которых художники республики могли бы своим профессиональным трудом принять достойное участие в общей работе Якутии «Помощь фронту». Художники Якутии, как и писатели, принимали активное участие все для победы, все для фронта с самого начала Великой Отечественной войны. И даже в том же 1943 году, высоко оценив их вклад, из центра предложили выставить кандидатуры на соискание Сталинской премии. Тогда творческая интеллигенция вместе с художниками Якутии решили выставить кандидатуры Петра Петровича Романова, Ивана Васильевича Попова и Михаила Михайловича Носова. 6 июля 1944 года вышло постановление Совнаркома РСФСР о мероприятиях по улучшению деятельности учреждений искусств РСФСР. Это постановление сыграло огромную роль в культурной жизни республики, в частности, в открытии художественных музеев, театров, художественных школ и училищ.
Во исполнение данного постановления 20 октября вышло постановление уже Совнаркома Якутской АССР об улучшении деятельности учреждений искусств ЯССР, в котором было указано, что необходимо организовать музей изобразительных искусств на базе экспонатов картинной галереи областного музея. Но из-за отсутствия подходящего помещения, подходящего здания, Музей изобразительных искусств открылся 27 января 1946 года. То есть 75 лет назад в городе Якутске появился отдельный Музей изобразительных искусств. В организации музея участвовал сам Илья Егорович. Это подтверждается архивными документами. В 1944 году, это год решающих побед советских вооруженных сил, 8 июня уже начальник управления по делам искусств при Совнаркоме Якутской АССР Семен Сюльский написал письмо о необходимости установления звания «Народный художник Якутской АССР». Его предложение было опять-таки поддержано, и 11 января 1945 года вышел указ Верховного Совета Якутской АССР о присвоении почетного звания «Народный художник Якутской АССР», и это звание было присвоено Романову, Попову, Носову, то есть тем художникам, чьи кандидатуры были в 1943 году выставлены на соискание Сталинской премии. 2 апреля 1945 года вышло еще одно постановление Совнаркома Якутской АССР. Это об организации художественного училища в городе Якутске. Первым директором был назначен Вячеслав Алексеевич Кандинский, первым завучем художник-педагог Пантелеймон Васильевич Попов. Это вот постановление, подписанное Ильей Егоровичем, и список первых студентов училища, которые должны были получать продовольственные карточки. В списке мы встречаем имена Олега Ковалевского, Петра Корсанаева, Михаила Лукина, Егора Шестакова, Наума Засимова, Афанасия Собакина, Виктора Петрова, Ефима Шапошникова и Ляя Сипцева. То есть тех художников, чьи работы можно увидеть у нас в литературном музее имени Платона Алексеевича Аюнского и в книгах якутских писателей. После издания постановления в ряды якутских художников пополнили мастера, владеющие искусством резьбы из бивня мамонта. И 29 июня 1945 года с письмом к Илье Егоровичу обратился Иван Федорович Мамаев. Он в 20-х годах славился как резчик из бивня мамонта, выполнял и правительственные заказы, а с 30-х годов он уже стал известным как преподаватель по подготовке механизаторов и трактористов Якутии. На склоне лет, как он сам писал, он решил заняться своим любимым делом, то есть резьбой из бивня мамонта, и просил Илью Егоровича перевести его из системы наркомзема в управление по делам искусств. Просьба была поддержана, и Иван Федорович сдержал свое
обещание, данное Илье Егоровичу. Он тогда опять-таки письменно внес предложение, что надо развивать не только резьбу из бивня мамонта, но и возрождать искусство кузнецов и сереброкузнецов Якутии, чтобы другие народы ахнули от удивления. О том, что он выполнил свое обещание, опять-таки можно найти в воспоминаниях Василия Андреевича Протодягнова, который в декабре 1949 году по рекомендации Ильи Егоровича Винокурова стал руководителем делегации, выезжавшей на юбилей великого вождя народа Сталина. Василий Андреевич так и писал, он мог выехать, но настоял, чтобы делегацией руководил я. Косторезы Якутии подготовили много предметов для вождя. Среди них был письменный или чернильный прибор, очень красивый. Авторы известно, и известно, кто из них что изготовил. Сам же Мамаев вытащил для солнца Сталина замечательный чарон. Это фотографии из семейного архива Мамаевых. И он же изготовил серебряный пояс и нож для Сталина. Вот фотография, о которой вспоминает Василий Андреевич. Они перед выездом в Москву сфотографировались возле подарка Сталину. Выехал он вместе с Федоровым, заместителем председателя Президиума Верховного Совета и молодым героем социалистического труда из Верхневилюйского улуса Степаном Васильевым. Вручали подарки Музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Следует отметить, что вопросы или проблему поиска подарков Сталину поднимали с конца 80-х годов прошлого столетия, но поиски начались в 2011 году по просьбе дочери Ивана Федоровича Мамаева. Удача улыбнулась, можно сказать. Эти подарки были найдены. На сегодняшний день неизвестно только, где находятся шахматы, изготовленные Терентием Васильевичем Амосовым, и нож Ивана Федоровича Мамаева. Чарон и пояс Ивана Федоровича Мамаева в хорошем состоянии хранится в Государственном Центральном музее современной истории России, а чернильный прибор в Государственном музее Востока. Это в Москве. Рассказывая об Илье Егоровиче Винокурове, нельзя забывать о легендарной экспедиции по изучению экономики и организации табунного коневодства, проходившем в 1945-1947 годах. Экспедицией руководил профессор, доктор экономических наук Михаил Федорович Габышев. Некоторые авторы пытались доказать, что его пригласил Семен Захарович Борисов. Но это не так, так как копии его писем, телеграмм Илье Егоровичу Винокурову хранятся в фонде в Намском улусе музее имени Ильи Егоровича Винокурова. Надо отметить, что Илья Егорович и Михаил Федорович дружили уже много лет, и их еще друзьями, единомышленниками, коллегами были Платон Алексеевич Аюнский и Максим Кирович Амосов.
По воспоминаниям народного художника Виктора Григорьевича Петрова, Илья Егорович, когда приезжал Михаил Федорович, он даже для него шил специально по заказу пальто, шапку, чтобы тут на него косо не смотрели, дескать, профессор и так бедно одет. А все средства, заработанные Михаилом Федоровичем, конечно, уходили на реставрацию и на покупку новых картин для своей знаменитой коллекции. В том же 1944 году, в феврале, когда Михаил Федорович приехал, он сразу объездил колхозы, много писал, много выступал, и на основе его выступлений и результатов первых исследований он издал книгу «Пути развития животноводства Якутии», предусловие написал Илья Егорович. И надо сказать, что по инициативе Ильи Егоровича якутский народ, вымирающий, нужно было возрождать вместе с животноводством Якутии, и первым делом они отметили, что надо в первую очередь возрождать якутское коневодство. И в этом они были правы. И в 1944 году было принято во всех колхозах проводить ысыхи, праздник кумысопития. Я считаю, что это был первый праздник победы. Исыхи были организованы очень хорошо, о них есть и архивные документы, и статьи. Сам Илья Егорович гостил у себя на родине на Исыхе, в Намсах. Это фотография 1944 года. По приезде в Москву на съезд или по каким-то другим делам Илья Егорович постоянно заходил к Габышеву, советовались, совещались. Здесь с депутатами Верховного Совета они сняты. А здесь на этой фотографии мы видим Илью Егоровича, Василия Андреевича и Михаила Федоровича вместе с министром сельского хозяйства Якутии Афанасием Мигалкиным. И за ними стоят студенты Тимирязевской академии, ставшие потом учеными сельскохозяйственной науки. Вот возрождение коневодства и вот эта комплексная экспедиция, результатами которой восторгался сам Семен Буденный, дали свои плоды, и в 1948-1949 году в Якутии появились свои герои социалистического труда. Это коневоды-табунщики Константинов, Степанов, Васильев, Кривошапкин, Лукин, Савинов. Отрадно отметить, что памятник Винокурову установлен рядом с галереей зарубежного искусства имени Михаила Федоровича Габышева. И это создает впечатление, что как в жизни, так и после ухода из жизни они так и остались друзьями и единомышленниками. И хотелось бы отметить, что если бы не Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Амосов, которые в суровых 20-х годах отстаивали открытие картинной галереи в Якутске, и тот же Илья Егорович, поддержавший профессора Михаила Габышева, может быть, у нас и не было бы этой галереи. Она же ведь открыта на основе дара семьи Михаила Федоровича Габышева, собиравшего с 30-х годов уникальные произведения западноевропейских мастеров. Но это мое личное мнение. Но 1944 год еще запоминается
всем, кто знает и интересуется историей Якутии, биографией и деятельностью Ильи Егоровича, тем, что 16 октября 1944 года вышло постановление Бюро обкома партии, отменившее постановление от 1 марта 1943 года о литературном наследстве якутских писателей Кулаковского, Сафронова и Неустроева. Тогда в 1944 году бюро решило отобрать лучшие произведения основоположников якутской литературы и их научные труды для переиздания, создав редакционную комиссию. И тогда же, в том же году, была издана книга Георгия Прокопьевича Башарина «Три якутских реалиста-просветителя». Но в этом постановлении о том, какой вклад внес в сохранение наследства Кулаковского, Сафронова, Неустроева Ильей Егоровичем, много написано, идут и споры. Ну, в общем, это довольно изученная тема. И о книге Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» много написано, поэтому я не буду на этом останавливаться. И напомню из воспоминаний, что 17 апреля 1970 года, когда открылся литературный музей имени Платона Алексеевича Аюнского, среди первых гостей был Георгий Прокопьевич Башарин. Он же оставил одним из первых отзыв свой в книге. Он написал: «Открытие литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского – яркий показатель высокого развития якутской литературы и ее умелого, эффективного служения народу». Всю жизнь он был благодарен Илье Егоровичу за поддержку, за помощь, и это справедливо. Хочется еще напомнить, что лично Илья Егорович помог Тарскому Григорию Семеновичу, обвиненному и заключенному из-за пропажи лошади, тюрьму сроком на 5 лет. Илья Егорович помог сократить этот срок и помог Тарскому найти работу. Сейчас трудно представить, если бы не его помощь, его поддержка, и пересчитывая, изучая переводы, библиографические работы Григория Семеновича, трудно представить, что было бы. Наступил 1945 год, и во всех районах, на слегах, сперва на слегах, а потом в районных центрах проходили цехи победы по республике. Здесь 2 фотографии. Это из семейного альбома народного художника республики Анны Николаевны Зверевой. Она любезно предоставила эти фотографии. На ней видим ее бабушку. И вот в таком виде подготовились намцы к цеху победы, поскольку было конкретное указание, разработанное управлением по делам искусств при Совнаркоме, значит, под чутким руководством Ильи Егоровича, чтобы одежда была и утварь была, чтобы игры национальные велись, и чтобы цехи эти были проведены на очень высоком уровне. Так и получилось. Да и народ, встретивший День Победы, был сам от души радоваться, смеяться, петь, танцевать, состязаться. На этом цехе
Гостями были и писатели, якутские писатели. Все лица их узнаваемы, и из воспоминаний Сафрона Данилова, нашего народного писателя, узнаем, что на ИСых наших писателей в свою, не делегацию, а взял сам Илья Егорович Винокуров. То есть даже отношение его к писателям якутской литературе можно увидеть на этой фотографии. О нем очень теплые воспоминания писал тоже Сафрон Данилов, да, и многие писатели, в том числе Далан, и конкретно вот именно Василий Андреевич, сохранили о нем очень теплые воспоминания и с благодарностью вспоминали его до конца своей жизни. Спасибо за внимание.